Пятый бой открытого ринга. В красном углу Дмитрий Бобров, клуб Сатори. 9 лет спортсмену. Вес спортсмена 43 килограмма. В синем углу Илья Поросоченко. 9 лет спортсмена, 41 килограмм вес спортсмена. Представляет клуб Нокаут. Бой начался довольно активно. Ребята, в принципе, не изучают друг друга, а сразу же, скажем так, профессионально пошли в рубку. Вот, мы видим, что Илья ростом повыше своего соперника, но, тем не менее, вес у ребят практически одинаковый. Очень активно подсказывает красный угол, то есть практически без остановки подбадривает, подсказывает, кричит тренер спортсмена. Ну и также одногруппники, те, кто занимается с ним, также подсказывают ему. Попал вскользь ногой. Рефери в ринге Тюхтин Максим, представитель клуба Нокаут, остановил бой, дал восстановиться спортсмену красного угла. И продолжается работа. Дмитрий Бобров идет, он не видит, соперник упирается в грудь из-за роста. Да, из-за роста ему в голову работать, получается. Да, то есть Илья такую более оборонительную ситуацию занимает, потому что он ростом выше. Ну и у него и установка была перед боем, когда уже ребята поприветствовали друг друга. Я ему сказал, чтобы он работал на дистанции, к себе не подпускал. Вот. Ну, а я думаю, что Алексей Михайлович все-таки подсказал своему спортсмену Дмитрию, чтобы кто-то работал в ближнем бою. Остановили, чтобы поправить шлем. И закончился первый раунд. Ну, мы видим, удары идут без контроля. То есть, в принципе, он не видит, что один, что второй не видит, куда долетают удары. Александр помогает. Вот тут я подсказываю, чтобы он более четко работал, чтобы не было размазанных ударов, чтобы бил меньше, но более жестко и более четко, чтобы вопросов не возникало во время судейства. Начался второй раунд. Проваливается спортсмен красного угла. Толчок был. Он не видит, очень старается, очень хочет. Да. Пропускает. Наклонил голову. Да, наклонил голову, пропустил удар. Наклонил. Но Илья, скажем так, по-джентльменски выждал. Не нанес сразу удар. Максим отсчитывает. В итоге нанес. Да, ну имею в виду, что сразу не нанес. Дал немножко это самое восстановиться. Максим отсчитал. Дал возможность поправить шлем. Ну, тем самым, видите, пока он поправляет шлем, он немножко получает какие-то подсказки и восстанавливает свое дыхание. Установочка была, что работать надо Илье ногой. Зацепился, да, поэтому рефери остановил. Он ногой пропустил в голову. Опять Дмитрий. Ну, установка была у Ильи, чтобы он работал ногами. Видите, немножко потерян Дмитрий. Он не знает, как работать с таким высоким. Или он, да, соперником. Или он просто уже физически устал, то, что накидал. Алексей Михайлович, тренер, подсказывает, что ему, что это самое, да, что он тоже устал партнер, противник синего угла, чтобы работал. Закончился раунд. Ну, там самая главная подсказка: смотри на него, потому что так заметно, что он в большинстве случаев не видит, что он делает. Он просто не смотрит на соперника и пропускает. Да, то есть отворачивается, пропускает удары один, допустим, отворачивается, а тут и прилетает, и второй, и третий удар. Видимо, активно идет, но не достает. Все вот касание. Нет ударов таких. Вот.
ногой Да, пропускает. вернулся и не увидел удар. Это, конечно, ошибка спортсмена красного угла. То есть, если возникла какая-то проблема, стоит поднять руку, а не отворачиваться, потому что адреналин все-таки дает о себе знать, и не каждый может остановиться Да и тяжелый в ходе удар своей можно атаки. пропустить, Да, в общем-то. Соответственно, получить травму. пропустил голову опять ногой. Вот сейчас он руку как раз поднял, ему предупредили, сказали, что в случае чего поднимаю руку, чтобы мы могли дать тебе. Опять отсчитывает, да, Максим? 8, 9. Отчитал Максим еще раз. Ну, здесь видно, что надо было отчитать, потому что поднял, отвернулся, голову отпустил уже. Ну, уже Илья выцеливает. Да, уже Илья выцеливает, Илья уже уверенно начинает идти вперед. Мы видим, что что Дмитрий пытается накидать, но не достает. Да, Вот, завернул. Вот, хорошо нанес лоу-кик, удар в ногу, кто не знает. То есть Илья контролирует, в принципе, полностью Дмитрия. То есть на дистанции работает, и он видит все удары. Вот, удар был в захвате, но если бы попал, было бы, конечно, хорошо. Но удар ушел вскользь. Проваливаются спортсмены, что один, что второй. Идет активная подсказка, что с правого угла, что с синего угла. Я прошу, чтобы Илья работал прямыми, но он только на ноги переключился. Проваливается Дмитрий, проваливается очень сильно. проблема с Пропускает. экипировкой. Да. Пропускает. Но видите, что Дмитрий начал, хоть в третьем раунде он начал работать ногами. Несколько ударов нанес ногами. Это, в принципе, довольно неплохо. Физически, конечно, устал, видно. Тут тяжеловато, и соперник все-таки руки, ноги длиннее, рост выше. Он просто его достать не может. Конечно. И очень много пропустил в голову. Он видел удар в ногу, лоу-кик. Победа присуждается Поросученко Илье.